Большинство крымско-татарских активистов по-прежнему считает, что участвовать в выборах в Крыму какого-либо уровня является неправильным. Как мы видим, в первой части так называемого обращения Нариман Джилял от имени всего народа призывает крымских татар не принимать участие в выборах. Но давайте вспомним 14 сентября 2014 год. Напомним, в этот день проходили первые выборы в составе России. Тогда по призыву так называемых лидеров народа многие крымские татары не стали принимать участие. Что мы имеем сегодня? Из 1150 депутатских мест только 135 человек представляют крымских татар. В 2014 году, когда был призыв Меджлиса к крымско-татарскому народу бойкотировать выборы с сентября 2014 года, именно жители Тепловки не просто не прислушались, скажем так, к призыву Меджлиса, но активно участвовали в этих выборах. И два кандидата из числа крымских татар стали депутатами Николаевского постсовета. Участие в любых общественно-политических мероприятиях, которые происходят на территории Крыма или на территории сельских поселений, по моему мнению, является обязательным для каждого жителя. Во второй части Джилял заявляет, что мы якобы можем обойтись без представительства в органах власти. Мы, как общественность, считаем, что добиваться решения местных проблем можно без непосредственного участия в выборах, а работая постоянно с местными властями как громада, требуя выполнения тех обязательств, которые депутаты берут на себя. Допустим. Но вспомним украинские времена, когда в Верховной Раде Крыма для представителей крымско-татарского народа было выделено малое количество квот, а в Верховной Раде Украины мест для крымских татар не было вообще. Тогда лидеры Меджлиса и Мустафа Джемилев, затем и Рифат Чубаров требовали от Верховной Рады квот в парламенте. Мол, без этого Меджлис не сможет решить все проблемы крымских татар. Почему же сейчас мнения бывших членов Меджлиса так изменились, и сегодня они призывают коренной народ не участвовать в жизни полуострова? Давайте посмотрим, что думают сами жители села Тепловка Симферопольского района. Желательно, чтобы каждый житель Николаевского поселкового совета принял участие, активное участие в проведении вот этих выборов. Показали свою жизненную позицию. В противном случае получается, что все равнодушны к тому, что происходит на территории Николаевского поселкового совета. Конечно, я считаю, что участвовать необходимо и в выборах, и это нужно делать для того, чтобы решать наши проблемы. И проблемы будут решать те люди, которые действительно знают, да, как бы сущность этих проблем. На выборы, я считаю, надо ходить всем, но выбрать свое решение, за или против, но он должен проголосовать. Это наша родина, здесь мы живем, здесь наши корни, здесь наши предки, и наши дети тоже живут здесь. Другой родины у меня нет, кроме Крыма. Жители Тепловки не только будут голосовать, они уже определились с кандидатом. Я считаю, что это правильно принимать участие в любых общественных и политических мероприятиях, которые проводятся у нас в Крыму, зная, какие проблемы есть на селе Тепловка. Мы мечтаем построить детский садик, открыть поликлинику для населения. Есть проблемы, которые по решению по улицам, проблемы по улицам, дорогам и так далее. Помочь народу своему и, может быть, односельчанам. Мы же попытались связаться с самим Нариманом Джилялом, но, к сожалению, общаться он желания не изъявил. Алло. Нариман Бей, селям алейкум, беспокоит вас телеканал Милет. Я бы у вас хотела... В интернете это видео вызвало бурное обсуждение. Вот, например, комментарий одного из пользователей. Сколько можно позволять этим людям пудрить мозги нашему народу? Почему этот человек не пошел в оппозицию и вместе с громадой не заставлял депутатов выполнять свои обязанности? Он один из первых помчался в замы Чубарову. А вот еще один из комментариев. Мы живем на родине. Живем сегодня, будем жить завтра, мы будем жить всегда. Ни одно мероприятие, ни одно дело, ни одно общественно-политическое движение не должно проводиться без нас по той простой причине, что мы являемся коренным народом полуострова. Такое посоветовать может только тот, кто работает на врага своего народа, пишет еще одна пользовательница известной социальной сети. А кто-то даже поделился видео, где Нариман Джилял вместе с другими бывшими членами Меджлиса в одном из
из ресторанов Крыма, скажем так, хорошо отдыхают. Так могут ли эти люди говорить от имени всего народа, обрекая весь крымско-татарский народ на безучастие в жизни Родины? Напомним, местные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в поселке Тепловка должны состояться 2 апреля 2017 года. Нариман Тарсинова, телеканал Милет.